Около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса уже получил Башкортостан. Это данные Министерства здравоохранения республики. Первым компонентом привиты более 240 тысяч человек, вторым свыше 144. Обсудим массовую вакцинацию прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня вместе с нами Булат Бакиров, заведующий кафедрой госпитальной терапии 2 Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор. Булат Ахатович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию рассказать свое мнение про массовую вакцинацию. Как вы считаете, какую картину видите вы в ковид-госпиталях и почему вакцинация – это решение? На текущий момент сотрудники нашей кафедры, я в том числе как заведующий, регулярно осуществляем медицинские обходы в красной зоне городской клинической больницы номер 18. До этого мы выполняли свою рутинную работу, обходы, лечение, коррекцию назначений на базе госпиталей клиники медуниверситета, больницы скорой медицинской помощи, и по настоящий момент продолжаем выполнять свою обычную работу. Что мы можем сказать? Что пациентов стало меньше, мы наблюдаем устойчивая плата, количество пациентов не растет, но пока значимо не снижается. Но мы не видим того прироста пациентов, которые нам обещают и прогнозируют всевозможные источники информации из сети интернет, телевидения и прочего. Пока ситуация остается стабильной. Я уверен и надеюсь, что она будет оставаться долгое время такой, и постепенно мы пойдем на снижение роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В свете этого, конечно, мы хотим информировать население о том, что сейчас наиболее удачный вариант, наиболее удачное время для вакцинирования. С чем это связано? Почему именно сейчас? Учитывая, что нет прироста пациентов и низкая вирусная нагрузка, уменьшен контакт, ну и в преддверии майских праздников, которые объявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Булат Ахатович, ваше мнение еще интересно. Вот знаки отличия «я вакцинирован» предлагают выдавать тем, кто сейчас будет прививаться уже вторым компонентом вакцины от коронавируса. Да, это совместная акция Минздрава Башкортостана и партии «Единая Россия». Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это хорошая идея. Ее, конечно, пытаются осуждать или кто-то пытается перевернуть и переиначить эту идею. Хотя данный проект можно рассматривать как одну из инициатив для агитации населения, для того, чтобы убедить население вакцинироваться. Это неплохо, это как один из знаков отличия, как, например, у доноров «я донор» после сдачи крови или сдачи крови в банк базы доноров костного мозга. Это один из вариантов агитации населения, поэтому отношусь позитивно и поддерживаю. Больше года весь мир, все человечество борется с коронавирусом. Вот вас как врача, что удивило больше всего в этой всей ситуации? Я могу сказать, что в течение этого года мы учились. И мы учимся по настоящее время. На текущий момент мы учимся в плане реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы учимся в плане вакцинации, потому что вопросов остается много. Мы видим последствия, можно уже даже, наверное, внедрять. На одном из вебинаров научных выступлений один из наших коллег выдвинул такой термин, как постковидный синдром, как жизнь после ковида. Вирус, к сожалению, воздействует не целенаправленно на какой-то орган или систему, а рассеянно, воздействуя на сердечно-сосудистую, и на дыхательную систему, и на другие органы и системы, которые принимают важное участие в функционировании нашего организма. И поэтому те или иные поражения органов и систем, они дают о себе знать, поэтому пациентов надо реабилитировать. Не обязательно на этапе стационара, не обязательно на этапе отделения реабилитации, но как и врачи должны знать об этих последствиях и этих осложнениях после перенесенной коронавирусной инфекции, так и пациенты должны понимать, что даже когда они переболели, на этом не заканчивается необходимость наблюдения у врача и контроля за лабораторными показателями. По вашему мнению, вот есть коронавирус, с одной стороны, с другой стороны медицинское сообщество. Какие знания сегодня уже есть, что точно достоверно известно о коронавирусе? Мы знаем, что коронавирусная инфекция воздействует на многие органы системы, как мы сказали ранее. Мы можем сказать, что оно высококонтагиозно, то есть при контакте с больным человеком риск инфицирования достаточно высокий. Но есть и хорошие моменты. Мы знаем о том, что человек, переболев или после вакцинации, он приобретает антитела,
которые позволяют ему находиться в безопасности. Хотя, безусловно, есть случаи реинфицирования даже после вакцинации или повторные случаи заражения. Но это единичные случаи, и здесь необходимо рассматривать картину в целом, чем мы и занимаемся. Ученые, врачи, специалисты, эпидемиологи. Ну, еще многое предстоит, конечно, выяснить. Вот сейчас во время вакцинации, если у человека высокий уровень антител, больше 10, стоит ли ему делать прививку? Нет. Все-таки рекомендации врачей-специалистов при наличии антител выше 3, необходимости вакцинации нету. Вакцинироваться нужно тем, кто не переболел, и те, кто считает, что они хотят вакцинироваться. Но на текущий момент особых ограничений по популяции, по населению, кто может быть вакцинирован, особо нету. Естественно, мы уделяем особое внимание о вакцинации с осторожностью. Это лицам, имеющим сопутствующие заболевания, особенно онкологические заболевания. Но в данном случае необходимо все-таки быть проконсультированным у своего врача-специалиста, у которого наблюдается пациент. И при отсутствии противопоказаний, и при отсутствии активного курса химиотерапии, к примеру, у наших онкологических пациентов, вакцинироваться. Вот, кстати, поподробнее про пациентов с сопутствующими заболеваниями. Какие рекомендации врачи дают здесь? Как сам специалист, врач-онкогематолог, могу сказать следующее, как врач-терапевт, о том, что своим пациентам с онкогематологическими заболеваниями мы рекомендуем вакцинироваться при наличии достигнутой ремиссии, если пациент не получает в настоящий момент курс химиотерапии. Все пациенты наши преимущественно вакцинируются от пневмококка. И вот эта инициатива, которая прозвучала от нашего правительства Республики Башкортостан летом 2020 года о вакцинации лиц старше 65 лет от пневмококка, я ее целиком полностью поддерживаю. К сожалению, данная вакцинация не входит в календарь прививок Российской Федерации, в обязательный календарь прививок. Но своих пациентов мы вакцинируем. И я могу сказать, что на своем примере вся моя семья, мы вакцинированы от пневмококка. И вакцинированы уже от пневмококка более 5 лет, и поэтому уже приближаемся к этапу ревакцинации. Значительная часть населения – это люди старшей возрастной группы. Какие рекомендации для них? Вакцинироваться. Вакцинироваться, но перед этим посетить своего лечащего врача в поликлинике по месту жительства, сдать мазок на коронавирус методом ПЦР, назофарингеальный соскоб. И третье, желательно все-таки посмотреть уровень антител, иммуноглобулина G и M, потому что есть вероятность того, что человек, который готовится к вакцинации, может получить инфекцию в течение 2-3 дней, пока он проходит обследование. А зачем нагружать себя антителами за счет вакцинации, если человек уже заболел, и, скорее всего, организм выработает естественным путем антитела. По данным Минздрава, в республике открыты 155 пунктов вакцинации на базе поликлиник по месту жительства. Кроме того, еще действуют мобильные пункты вакцинации в торговых центрах, ну и в Уфе, вот, допустим, в Башкирском театре оперы и балета. Насколько это эффективно, на ваш взгляд? Эффективно. Это не наше ноу-хау, я так предполагаю, потому что с этим мы столкнулись. Я это видел еще в Москве в январе этого года, когда была доступна вакцинация в крупных торговых центрах, где по громкоговорителю извещают население о возможности вакцинироваться. Безусловно, звучали определенные сомнения со стороны граждан о безопасности вакцинации в общественных местах, в торговых центрах, но не в больницах и не в поликлиниках. Можем заверить, что благодаря Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, главного эпидемиолога, организация поставлена на высоком уровне, и центры вакцинации обеспечены необходимыми холодильниками с контролем температуры, где хранится сама вакцина, и необходимыми расходными материалами во избежание случаев инфицирования или развития анафилактического шока. Поэтому бояться не нужно. Смотрите, где ближайший пункт вакцинации, и получайте свою вакцину. Булат Ахатович, есть несколько вакцин. Какую выбрать вот телезрителям, о чем нужно знать? Или довериться совету врача? Хороший вопрос, он звучит практически ежедневно, его задают знакомые, окружающие, близкие, друзья. Честно могу сказать, я являюсь руководителем структурного подразделения Башгосмедуниверситета. Наша кафедра была вакцинирована в феврале 2021 года. Как только
сняли примерный локдаун. Как только вакцины стали доступны, мы прошли обследование всей кафедры на антитела, сделали мазок на коронавирус методом ПЦР и вакцинировались спутником, который был доступен на тот момент. По прошествии месяца мы сдали контрольные анализы на антитела. Уровень антител у всех вакцинированных сотрудников высокий, что свидетельствует о хорошей вакцинации. Это после второй вакцины. И средний возраст сотрудников достаточно высокий. На кафедре он колеблется от 40 и до 80 лет. Но все перенесли хорошо вакцинацию. Мы знаем, что уровень коллективного иммунитета в порядка 70%, когда будет переболевших населения, это можно уже считать победой над коронавирусом. А для вас что станет сигналом, то, что коронавирус действительно уже побежден? Наверное, когда мы увидим незначительное повышение заболеваемости новой коронавирусной инфекции, пока мы видим, что заболевание все-таки присутствует, оно есть, оно поражает людей, и заболеваемость остается все-таки высокой. Но благодаря развернутым ковид-госпиталям в Зубово, на базе инфекционной больницы, на базе городской клинической больницы 18 и по регионам, и по районным больницам Республики Башкортостан удается сдерживать заболеваемость коронавирусной инфекцией. Пожелаем всем здоровья, Булат Ахатович. Желаем удачи, здоровья и вакцинируйтесь. Спасибо большое. Сегодня гостем программы интервью был заведующий кафедрой госпитальной терапии 2 Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Булат Бакиров. Мы говорили о массовой вакцинации от коронавируса. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.